Там в коллекцию ханского дворца в то время из мечети принесли очень много килимов. Они до сих пор там есть. Они там в плохом состоянии, рваные, молью поеденные, но они очень красивые и интересные. И стоит вопрос, вообще они наши, а может турецкие, а может еще какие-то. Бодонинский предположил, что они сделаны в Крыму, крымскими татарами. Хотя никаких свидетельств этого нету. Единственное свидетельство того, что в Крыму килимы делались, такие большие, были большие станки. Вот еще сохранились в Бахчисарае вертикальные станки. И есть фотографии, как этот мастер-торбочник ткет торбу. В Козах жила знаменитая ткачиха Исми Куртаметова. Значит, ткали таракташские много очень, и не одна мастерица, и ткали козские тоже. У нас один из часто повторяющих знаков на хабрезах и на килимах – это вот ромб с точкой внутри. Вот такой ромб с точкой внутри рисовали невесте в день хны, ночь хны, да, хна геджесы. На правой руке ромб рисовали с точкой, на левой руке круг с точкой. Вот. У нас ромб называется как? Кобек. А что такое кобек? Живот. Что означает живот с точкой внутри? Когда тебе на свадьбу делают, да? То есть это пожелание тебе забеременеть. Наши мастерицы делают намазлыки с нашим уникальным старинным рисунком. Вот ни у одного народа нет такого уникального рисунка. Вот в центре вы видите михраб, который должен быть в каждом намазлыке, но с двух сторон от этого михраба два минарета. Это именно наш крымско-татарский вариант.